Ну, по поводу всего услышанного, об этом надо еще подумать, конечно. Для себя я так решил, что надо еще проанализировать. Многие вещи, которые я слышал, это такая часть очень трезвых мыслей, часть это просто пропаганда. Ну, что такое безопасность? Много всяких концептуальных вещей, там каждый по-разному, там есть целые философские школы, которые по-своему определяют, что такое безопасность. В первую очередь, для того, чтобы оказаться в безопасности, я считаю, что мы не должны потерять ту волю, которую мы имеем. Это вопрос воли. Вопрос воли, и вторая, это как бы такая составляющая, это, значит, трезвый, очень холодный, рассудочный взгляд на обстоятельства, которые окружают нас, на мир, который окружает нас. Если этих две составляющих не будет, то тогда нам придется очень туго, особенно в свете того, что я, как вижу, в последнее время за отсутствием этой воли, за отсутствием этого трезвого, значит, рассудка, делегировать свое право защищать Родину своему союзнику, верному, настоящему, но тем не менее, за этим что следует? За этим следует потеря поколения конкретная. То есть это вот сегодня еще не ощущается, а будет ощущаться дальше. Почему? Потому что, значит, такой институт, как Министерство обороны, или Служба безопасности Республики Абхазия, или же это пограничные войска и милиции и так далее, это общественные, государственные институты, в которых воспитывается человек. Это часть идеологии государства. Потому их терять нельзя ни в коем случае, ссылаясь на то, что давайте теперь не будем на них тратить деньги, потому что их функции выполняет наш союзник. Это глубоко ошибочно, и это бедственно будет, уже происходит это. Потому что очень большая часть молодежи, даже не только молодежи, я бы сказал, просто граждан Абхазии, да, потому что с какого-то года все являются гражданами, не распределяясь по возрастам, уже довольно индифферентно относятся к определенной какой-то смутной, которая была там национальная идея, в которую выложили в виде Конституции. Нету таких, вот у русских есть слово скрепы, да, вот нету у нас таких конкретных скреп, то есть они есть, да, но они не осознаны, не сбиты, не сколочены в вертикальный столб с острием, да, чтобы можно было на него ориентироваться. Это мое личное мнение. Вопрос воли, понимания того, что происходит, то есть понимание, может быть, есть, и декларация каких-то вещей тоже есть, но воли сделать это нет. Передача кому-то – это бред. Не буду больше растекаться по этому вопросу. Значит, современные войны и современная политика, она не меняется, все повторяется и вновь, вот как по блоку прямо, да? Повторится все как встарь, потому что геополитика, то есть территория и политика. Вам, политикам, лучше это знать, я тоже здесь оставаться не буду. Но если просто шаг назад в историю, мы увидим ту же историю. Те же конфликты, те же противостояния. В этой ситуации нам что нужно делать? Значит, то, что касается союзнических отношений с Россией, лучшего быть не может. Лучшего союзника быть не может. Мы помним Ельцинскую Россию, которая была против нас, она сдержала в блокаде. Но пришло другое время, другие люди, у которых трезвые мысли, да, и воля привели к тому, что теперь Россия наш союзник. Есть у нас взаимоотношения договорные. И вот тут начинается слабинка. И наша, и нашего союзника, который вот эта слабинка с обеих сторон, она не дает выполнить в полноте те договорные обязанности, которые у нас. У нас нет совместных подразделений. У нас они декларированы, да, 8-10 год, да, если не больше. Да? То есть это большой минус. Он двухсторонний минус, потому что России тяжело, например, мы должны, да, прикрывать. И наоборот, так же. Вот. Мы же прекрасно, знаете, в договоре прописано, что в случае, если, значит, на территории России там война, и в России объявлена война, то мы вступаем. Какими силами? У нас нет этих сил.
К этому надо более серьезно отнестись. И если там даже по договорным взаимоотношениям у них не хватает каких-то ресурсов, мы свои ресурсы должны туда вкладывать. Мы должны создавать эту новую армию. Возможно, что вот этот пробел, мы остались на уровне там, значит, уставов и так далее там 20 века, сейчас уже 21, появились новые принципы ведения, уже не театр боевых действий, а это пространство боевых действий, то в этом пространстве концептуально должны возникнуть совсем другие правила ведения войны. Они должны в первую очередь исходить из безопасности твоих подразделений и, естественно, возможности дать им выполнить те задачи, которые будет ставить естественные абсолютно обстоятельства и воля руководства. Что мы в этом плане имеем? Мы имеем очень хорошую, основную, такую очень главную вещь, это вооруженный народ. Это очень серьезный принцип, который был заложен самой войной и вообще военной культурой Абхазии в целом. Но при этом мы должны знать, что есть должен быть, да, профессиональный костяк. Это высокообразованных, мотивированных людей, которые умеют обращаться с оружием новейшего поколения. Это очень важно. И вот этот костяк, он у нас как-то в какой-то форме был, и теперь он уже не соответствует тем угрозам, которые есть. А вооруженный народ, он тоже теперь не соответствует, потому что здесь вопрос уже не просто Калашникова в доме, за которым постоянно наше МВД гоняется и у всех отнимает. Вот этот закон об оружии, я вот никак не могу понять, у них врагов не существует, что ли, кроме населения, которое имеет это оружие. Слушайте, с ними можно договориться, и народ сядет в определенные правила и будет соблюдать эти правила. Опять же, государство должно обеспечить соблюдение этих правил. У кого надо изымать, ну все мы знаем, там и МВД тоже само прекрасно все это знает. Но разоружать своих людей, это категорически нельзя делать. Теперь, что такое вооруженный народ? Мы знаем себя, мы знаем наших, кто с нами живет, и другие народы, все схватятся за оружие и станут жертвой этой войны абсолютно бессмысленно. Что для этого надо делать? Надо дать человеку ту форму и организацию, в которой он может достойно сопротивляться и не гибнуть при этом. Да? То есть это важно. Сегодня такие формы существуют. И опять же они, вот просто шаг назад в историю, они есть. Вот борьба Восточного фронта в полном окружении, без всяких ресурсов, она говорит об этом. Да? То есть, как это сказать, сегодня противостояние, если там посмотреть, 1 к 40, 1 к 60, вот такой процент соотношения был, и тем не менее Восточный фронт очень успешно боролся в течение года и даже более. И мог быть даже быть более. То есть у нас концептуально сама война прошедшая и наша военная культура говорит нам о том, как надо построить, значит, обороноспособность и как готовить население. Вот в целом так, значит, и при этом, если мы особое внимание обратим на армию и вообще на силовые структуры, сведя их возможность оборонять, защищать Родину, соблюдать дисциплину, там вот от МВД начиная заканчивая обороной, это должна быть единая боевая сила, в принципе. Не смыкающаяся там в своих уставах, но в плане, как бы, когда вопрос идет об обороне, чтобы они действовали в едином таком кластерном ключе, да, это очень важно. И то, что теперь касается, как бы, вот осуществления этих вещей, да, то есть вот мы видим, что там наша Минобороны занимается учениями и так далее, ездит, это самые отвлеченные вещи, Надо учить обороняться там, где ты живешь, потому что наша короткая территория такова, что любая война своей стратегической тенью накроет нас сразу. И возможно так, что, выйдя за порог дома, вы сразу должны вступить в бой. Как в Израиле. Любая маленькая страна, у которой очень серьезные противники вокруг, или хорошо технологически оснащенные средствами поражения, убийства, да, населения, они будут всегда накрывать вас как зонтиком, да, вот этой войной, этим куполом. И вся эта, как бы, структура еще поможет нам просто воспитать нового человека, понимаете, потому что нет мужчины, нет женщины, если вот по полной, да, вот к этому слову относиться, в которых нет воли к борьбе, да, воли к защите, там, значит, к справедливости там, и так далее. Это все дает армия.
Армия это просто некая форма, в которой воспитывается этот человек. Мы должны это сделать. Для того, чтобы хотя бы самим себе вернуть себе полноценного образа абхазца-защитника. Ну, по поводу болезней, наркомании, своей, значит, этой такой воровской психологии и так далее. Там, мы же видим, как разлагается общество. Ну, это понятно, даже в самые лучшие времена некий процент будет всегда поражен этим элементом. Вот как-то в целом я, видимо, уже вышел за параметры своего